Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Обсудили ход диспансеризации страховые полисы. Президент принял министра здравоохранения. 35 уже зарегистрированы. Председатель ЦИК о ходе регистрации кандидатов в депутаты. Эфирное время для кандидатов. АГТРК презентовала предвыборные проекты. О ходе диспансеризации населения, о перспективах строительства в Абхазии многопрофильного медицинского центра, а также об организации обязательного медицинского страхования на территории республики шла речь сегодня на рабочей встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с министром здравоохранения Анзором Головым. Я хотел бы узнать, на какой стадии работы по диспансеризации нашего населения. Второй вопрос, касающийся центра, о котором мы с вами говорили, медицинский центр, который должен стать основой работ по вопросам проблем кардиологии и других направлений, которые важны для нашего населения. И тема медицинского страхования. Я, насколько знаю, контакты, которые были в последнее время, свидетельствуют о том, что работа ведется, но я хотел бы от вас услышать более конкретно. Рауиль Джумгаевич, согласно вашему распоряжению, мы проводили диспансеризацию в 3 районах, закончили. Это Кварчевский район, Ачемчевский и Гайский район. Сейчас в этом году заложены финансовые средства на продолжение этой диспансеризации в Гулимском районе. И дальше уже в Гудаутске. И все. В этом году, буквально в марте, мы продолжаем эту работу по диспансеризации. Вы мне скажите, а какое количество охватило население? Все охвачено? Да. Все, кто пришли, все были обследованы. И материалы... Кто пришли, а кто не пришел? Кто не пришел, они постепенно приходят уже. И детское все охвачено полностью. Остальные все доходят, уже потихонечку они приходят и дальше обследуются. Компьютерная база? Все полностью обеспечили, полностью все районы компьютерами и техникой, и программой. База данных больных? Все, она есть, отчеты уже есть. У вас, мы прислали в кабинет министров отчеты и все сводки, и все полностью отослали. Не только больных, и здоровых? И здоровых, и все. То есть паспорт здоровья сделан уже по 3 районам. То, что вы поручали, мы это сделали уже. По вопросу медицинского центра многопрофильного, по вашему поручению были проведены 4 встречи. 1 в Москве, 3 здесь приезжали. И генеральный директор холдинга, и специалисты по формированию и обеспечению этого проекта инвестиционного многопрофильного высокотехнологического медицинского центра, куда будет входить кардиохирургия, центр планирования семьи, гемодиализ и централизованная лаборатория. Сегодня они были вот недавно тоже, 3-я встреча была рабочая у нас здесь. Мы посмотрели место, где это будет все дислоцироваться. И сегодня они присылают нам меморандум, который будет озвучен и представлен вам на согласование уже юридических вопросов, которые подлежат основе формирования этого центра уже. То есть они включились полностью в работу, и полностью все это идет своим чередом. Вопросы касаемо обеспечения российских граждан, проживающих на территории Абхазии, полисами обязательного медицинского страхования, были также проведены по вашему поручению 4 встречи, 1 в Москве и 3 здесь, с привлечением представителей Минздрава Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Прошлая встреча вот буквально недавно была, они приехали сюда, и мы посмотрели пункты уже, где должны быть выданы, то есть эти полиса. Как подчеркнул в завершении встречи президент, необходимо создать общую базу данных граждан, получающих медпомощь по обязательному медицинскому страхованию, а также проработать вопросы сопровождения этого лечения. Избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания Абхазии набирает обороты. В Центризбиркоме полным ходом идет процесс регистрации кандидатов. Зарегистрировано уже 35 кандидатов в депутаты парламента. 10 февраля завершился процесс регистрации инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. 10 числа этого же месяца началась регистрация кандидатов, то есть рассмотрение материалов, представленных инициативными группами. Прием документов от инициативных групп для непосредственной регистрации кандидатов будет продолжаться до 20 февраля. Сама регистрация продлится до 2 марта включительно. Мы уже давали сведения такие, зарегистрировано на прошлом заседании, значит, 26 кандидатов от инициативных групп и 1 политическая партия. Сегодня, буквально сегодня, мы провели заседание Центральной избирательной комиссии, на которой принято
большее, намного большее количество, конкретное количество будет опубликовано. Средствам массовой информации поименно будет обязательно опубликовано и сообщено количество зарегистрированных сегодня. Это и политических партий, и представителей инициативных групп. Каждый из кандидатов в депутаты, выдвинутых от инициативных групп, должен представить материал, соответствующий действующему законодательству. Это и подписные листы, справки от Министерства здравоохранения и справки об отсутствии непогашенной судимости. Мы рассматриваем только в пределах нашей компетенции. А компетентные органы представляют окончательную справку, в которой четко, ясно должно быть написано. Если ранее человек был судим, скажем, в настоящее время погашена или нет его судимость. Не ссылаясь на какие-то там статьи Уголовного кодекса, самостоятельно мы такие решения не принимаем. Что касается больных алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами, аналогично такие же справки должны быть приложены, в котором четко, ясно и определенно для комиссии будет указана его заболеваемость. Каких-то предположений или каких-то своих отступов от требований мы не производим. В первый день было зарегистрировано 34 кандидата в депутаты, 8 от политических партий и 26 от инициативных групп. По словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, в процессе регистрации кандидатов в депутаты никаких сложностей не возникло. Руководство АГТРК определило эфирное время кандидатам в Народное собрание. Об этом сегодня было заявлено в пресс-центре Абхазского телевидения. В силу ряда причин представители других средств массовых информации не смогли присутствовать на пресс-конференции, за исключением Апснопресс. Заместитель генерального директора АГТРК Инал Лазба рассказал о том, как будет распределено эфирное время и как будут проходить теледебаты. Согласно статье 21 Конституционного закона страны о выборах депутатов Народного собрания парламента республики, всем кандидатам в депутаты будет предоставлено равное бесплатное эфирное время и равные условия использования платного эфирного времени на государственном канале. Мы, с Центральной избирательной комиссией определили, исходя из возможностей нашего эфира, что всем кандидатам будет определено равное бесплатное время 18 минут. 15 минут из которых будут использованы во время прямых эфиров теледебатов и 3 минуты на агитационные ролики. Платное эфирное время также ограничено, оно составит 10 минут на телепередачу с участием одного депутата и журналиста и 5 минут на трансляцию агитационных роликов. Каждый день с 21 февраля по 11 марта в 9 часов вечера после выпуска новостей в прямом эфире Абхазского телевидения будут проходить теледебаты. Продолжительность зависит от числа кандидатов в округах. АГТРК готова предоставить до 2 часов эфирного времени на теледебаты в день. Теледебаты наши телезрители смогут наблюдать каждый день после новостей в 21:00. АГТРК также бесплатно предоставляет по 3 минуты эфирного времени каждому кандидату для трансляции агитационных роликов. Свыше этого времени минута эфира обойдется в 1000 рублей, но не более 5 минут. Производство 3-минутного агитационного ролика на нашем канале будет стоить 12 тысяч рублей. АГТРК также предлагает платный формат телебеседы с кандидатом, которая будет транслироваться в записи. Стоимость участия в проекте 3000 рублей минута. А также кандидатам будет бесплатно предоставлено 5 минут эфирного времени и на Абхазском радио. Регулируется общее эфирное время. То есть человек может эти 3 минуты поделить на 3 раза по 1 минуте или показать сразу 3-минутный агитационный ролик. Это бесплатное. Платное там не более 5 минут. Это сделано для того, чтобы один кандидат не имел возможности много эфирного времени купить. Теледебаты пройдут между кандидатами в депутаты, баллотирующимися на одном избирательном округе. Таким образом, во время предвыборной кампании на канале АГТРК пройдет 35 теледебатов по числу избирательных округов в республике. Их последовательность в день выхода в эфир определит ЦИК методом жеребьевки. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.
В последние дни в средствах массовой информации появился ряд выступлений, связанных с принятием парламентом решения о снятии неприкосновенности в отношении депутата Народного собрания Абхазии Нодика Квициния. В связи с этим парламент напоминает, что 7 ноября 2013 года Народным собранием было принято постановление об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности в отношении депутата парламента Нодика Квициния и привлечении его в качестве обвиняемого. Текст постановления был направлен Генеральному прокурору Республики Абхазия с просьбой предоставить дополнительные материалы по данному делу. После того, как Генеральной прокуратуре были представлены дополнительные материалы, 12 ноября 2013 года парламент принял постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности в отношении депутата Нодика Квициния и привлечении его в качестве обвиняемого. Также 19 ноября 2013 года, рассмотрев представление Генерального прокурора Республики Абхазия от 13 ноября 2013 года, в соответствии с законодательством парламент принял постановление о даче согласия на производство обыска в жилище депутата Народного собрания Нодика Квициния и также направил его Генеральному прокурору. В парламенте вызывает недоумение, что даже при постоянном присутствии корреспондентов различных СМИ на сессионных заседаниях представленные выше сведения оказались вне их поля зрения и стали инструментом в политических дискуссиях накануне предстоящих парламентских выборов. Сотрудники Государственного комитета по управлению госимуществом и приватизации продолжают посещение объектов с целью изучения ситуации в сфере недвижимости. И вторая подобная поездка была в Гагарский район, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество приватизированных объектов санаторно-курортного назначения. Об этом специальный репортаж программы. 2 с лишним гектара леса. Это теперь объект незавершенного строительства на 420 койкомест по улице Абазга, 25, напоминает непроходимые джунгли. А в 2003 году, приватизируя его, компания «Стройэкс» обязалась за 2 года не только восстановить, но и ввести в эксплуатацию. С того дня прошло 14 лет. Прямо на стенах красуются роскошные деревья, которые уже почти готовы приносить плоды. На сегодняшний день более 25 объектов, приватизированных юридическими и физическими лицами, не выполняют условия договора. В части восстановления и введения объекта в эксплуатацию в указанные сроки согласно договора. Цель инспекции Государственного комитета по имуществу и приватизации – изучение ситуации в сфере недвижимости. Это необходимо, чтобы понимать, соблюдаются ли обязательства по заключенным договорам. Представители ведомства посещают каждый объект, будь он в аренде или в собственности. Гагра была пунктом 2. И тоже с довольно печальным результатом. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Леон Адлиба, Беслан Чхинджерия, Батал Басария. Абхазское телевидение. Новый конкурс по созданию рассказов для детей на абхазском языке запускает Детский фонд ООН и Министерство образования и науки Абхазии. В конкурсе может принять участие любой желающий. Все, что необходимо сделать, это написать рассказ до 15 страниц на абхазском, русском или любом другом языке. Автору необходимо указать возрастную категорию целевой аудитории. Рассказы, написанные не на абхазском языке, будут переведены при публикации. Конкурс Алла Шарбага будет проходить с 13 февраля по 15 марта. Его итоги подведут в марте. Этот конкурс направлен на написание рассказов для детей школьного возраста с 3 по 7 класс. Этот конкурс главная идея этого конкурса заключается в том, чтобы популяризировать использование абхазского языка и также дать возможность родителям, непрофессиональным писателям принять активное участие в создании литературы, которую дети будут читать. Главная цель, идея этого конкурса заключается в том, что любой человек, независимо от того, какой деятельностью занимается, какая его профессиональная деятельность, может написать и рассказать детям своим какой-то рассказ. Топ-24 наиболее востребованных у российских туристов в 2016 году маршрутов по зарубежным странам возглавила Абхазия. Такие данные обнародовало российское аналитическое агентство «Турстат», специализирующееся на определении итога внутреннего и выездного туризма в России. Рейтинг составлен по данным региональных администраций и туристических офисов зарубежных стран. В прошлом году Абхазию посетило 1,5 миллиона отдыхающих, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Но сейчас, как обычно, о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью, утром преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +4-6 тепла. Температура морской воды +7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.